В международной классификации болезней МК-10 есть такой диагноз. F70 умственная осталась легкой формы. В простонародье называется дебильность. Да, это диагноз, и нет ничего смешного. Это заболевание, которое характеризуется низкими способностями Хома к абстрактному мышлению. Типичным для дебильности является невозможность построения сложных умозаключений, недоразвитие нравственных качеств. Люди с этим диагнозом, как правило, социализируются и интегрируются в общество. Об этом вы можете почитать самостоятельно. И вот я как-то наткнулся на следующую статистику. Умственная отсталость у детей и подростков в период с 2000 по 2018 года составляла 1800 человек на 100 тысяч детского и подросткового населения. Численность же этого детского и подросткового населения на этот период была 11,5 миллионов человек. Эти дети и подростки сейчас выросли и находятся среди нас. Итого, зарегистрированные обладатели диагноза умственная отсталость легкой степени на сегодняшний день из взрослого населения это 200 тысяч человек. Но этот учет можно смело умножить на 3, потому что никто с таким диагнозом к врачам, естественно, не ходит. Итого, это 600 тысяч человек возраста от 21 до 40 лет на сегодняшний день обладают дебильностью. Вопрос, где эти люди и чем они занимаются? Любая власть должна этих граждан использовать вне криминальной среды. Часть из них благополучно адаптированы в государственные организации, которые не требуют интеллектуальной деятельности, силовые структуры. Здесь нет ничего зазорного. Держава обязана содержать эту категорию граждан с диагнозом F70 и использовать ее потенциал. Уверен, что моя аудитория это думающие, мыслящие люди. Когда вы соберетесь на площадь, необходимо понимать, что перед вами с огромной вероятностью будет стоять биологический объект с недоразвитыми нравственными качествами. Он попросту не способен понять ваших, пускай и абсолютно логических доводов. Вы получите палкой по спине механически, как в турникете метро при попытке бесплатно проскочить. Оказывая сопротивление, не дай бог, вы наносите вред, вернее совершаете порчу государственного имущества. Точно так же, как пытаетесь нанести ущерб чьей-то собаке или лошади. Это имущество. Поэтому бабушка, стоящая перед щитами и взывает к нравственным чувствам лиц в шлемах, разговаривает с неодушевленным предметом. Мирное, логическое вразумление этих лиц бессмысленно. Надеюсь, я понятно объяснил. Не хватайте, пожалуйста. Или нет? Не, пожалуйста, я уйду, буду ждать полицию. И буду сейчас звонить председателю вашего суда. Ой, это получается у меня. Посмотрите, что творится, граждане, уважаемые. Выхватывают мое имущество. Куда-то меня тащат. Вот, смотрите. Ох, сейчас полиция приедет, будем разбираться. Да будете, на 15. Да, хорошо, хоть на 20. Присядьте. Хватаете меня за руки. Присядьте. Камеру выключите, пожалуйста. Да, камеру не выключи, пока вы не прекратите хватать за руки. Не хватайте меня за руки. Присядьте. Присядьте. За руки я буду стоять. Присядьте. Я буду стоять. Иначе мы будем... Присядьте, это требование законное, присядьте. Требования Где оно законные написано? И обоснованные. Где оно написано, что должен Выключите, присесть? пожалуйста, камеру. Так, не хватайте меня за руки. Сядьте, пожалуйста. Я постою, подожду. Сядьте, пожалуйста. Не нужно меня садить. Не нужно меня садить. Выключите камеру. Вот протокол напишите, тогда будем... Пишем. Сяду на 15 суток или нет. Угроза возникновения ЧС. Я не могу находиться Вы здесь, задержаны. в этом помещении. Административное правонарушение. Здесь у вас угроза ЧС. Сейчас все вы будете эвакуированы отсюда. Вас повестка, да? Нет, я понимаю, смысл. Смотрите, пристав сидел здесь без маски, что-то на бороде у него маска была, а ко мне будут силу какую-то применять. Что? Бороды у нас никого здесь нет. На подбородке. Сейчас им сейчас сегодня.
Все, пойдемте, пожалуйста, мы. На каком основании? Я не зашел еще в помещение Вы суда. задержаны. Я не зашел еще в Вы задержаны. помещение Сохранение суда. вашей личности в состоянии такого административного правонарушения. Вы нарушаете правила. Доброго дня. Я сейчас нахожусь в мировом суде 259В Октябрьского района. Ко мне пытаются применить какую-то силу, заставляют надеть маску и с применением насилия и угроз. Нет, так я хотел, скорее всего, здесь угроза ЧС, возникновение ЧС. По-моему, приставы много больше знают, чем я. Поэтому надо будет убедиться, имеется ли здесь какая-то чрезвычайная ситуация или нет. Ну, они говорят, надень там какую-то маску, надень. Маску не предоставляют по 14-17 постановлению правительства. Да, истец. Все, пройдемте там внизу, поговорите со всеми, с кем вам необходимо. Вы куда меня Вы хотите пройдете со мной? припроводить? Для- Куда хотите припроводить меня? Вы сейчас будете задержаны, составим протокол с правом задержания. В дальнейшем сотрудники приедут, установят вашу личность и будет составлен протокол с правонарушения. Все, пройдемте, пожалуйста. Основания какие? Вы отказываетесь покидать здание суда, вы находитесь без маски, вы снимаете видео, Я видео запись, снимаю, это не запись. без разрешения. Это фиксация вашего правонарушения.